«Вы как с издателем или как с писателем хотите со мной поговорить?» – спрашивает Даур Начкебе, встречая нас в своем рабочем кабинете. «Как с человеком, с юбиляром», – отвечаем мы, и тут же обращаем внимание на десятки книг, которыми со всех сторон обложено рабочее пространство. Он тут же начинает о них рассказывать. И еще не зная, что камера наша включена, размышляет о замысле литературы в целом. Пересчитываешь, это значит, тебя уже сюжет не интересует. Тебя интересуют другие моменты совершенно в прозе. И самый большой кайф, выражаясь этим языком, это пересчитывание. И смысл чтения в пересчитывании всего лишь. Это значит, что изначально сюжет – это просто рекламный ход, чтобы завлечь читателя. А на самом деле содержание, смысл прозы, смысл литературы совсем в другом. Поэтому, когда ты и с годами чисто повествовательные вещи, где рассказываются какие-то истории, они уже, где опора делается на сюжет, как детективные, они уже не интересны. Даур Начкебе перебрался в родовое село Пакуаши, называет это естественным процессом. Говорит, там приятнее и спокойнее, главное тише. А что еще нужно пишущему мужчине, разменявшему седьмой десяток? Хотя собеседник честно признается, что к летоисчислению относится настороженно. Говорит, придумали бы все иначе, отмечали бы не 60, а 66 лет, например. Я не ощущаю, что что-то изменилось с тех пор, как мне было 30 лет. В это трудно поверить, конечно. У меня к этому отношение спокойное. Я хочу, чтобы это быстрее прошло. Чтобы послезавтра, у меня, чтобы это закончилось быстрее, чтобы вот эта шумиха какая-то, звонки, за которые я буду, конечно, благодарен всем своим друзьям и другим знакомым. Но я буду это все отмечать в кругу семьи, в узком кругу, у себя дома, в деревне. Не люблю шума, не люблю никаких юбилейных речей, никаких юбилеев, никаких других мероприятий. Не люблю этого всего. Я придерживаюсь принципа Декарта, который говорил, что я всю жизнь старался жить как можно незаметнее. Вот я тоже хочу как можно незаметнее. В молодости, говорит Даур Начкебе, человек много суетится и почти не понимает ценности выделенного лично ему времени. И слишком мало обращает внимания на красоту вокруг, причем как внешнюю, так и более сложную. А потом с годами ты начинаешь, не потому что ты уже приближаешься к смерти и начинаешь ценить каждый миг жизни, нет. Во всяком случае, у меня не так. Я начинаю понимать, что все, каждое мгновение жизни в этом мире, оно бесценно, оно непостижимо, это тайна, и оно бесценно просто. Это дар, который ни с чем не сравним. И ты начинаешь это, и поэтому ты состояние, я по природе меланхолик, у меня бывают моменты отчаяния, уныния, но потом я выбираюсь из этого, потому что я по природе меланхолик, у меня бывают моменты отчаяния, уныния, но потом я выбираюсь из этого, потому что мы все погружены в величайшую тайну мироздания, величайшую тайну жизни. И мы должны это ощущать и пытаться в ладу с этим жить. Биография Даура Начкебе – это в основном письмо, тексты, литература и все, что с ними связано. Тут и работа во время войны главным редактором русской службы новостей Абхазского радио и деятельность в разных должностях в сфере искусства и культуры. 3 года Даур Начкебе работал министром образования, а последние годы возглавляет Абхазское государственное издательство. Оглядываясь назад, говорит, что это все обязательно должно было быть. И, конечно, каждый этап преподал свои уроки. Они мне многое дали, я скажу, и моя работа министра
и вот в издательстве многое дало в том, что ты начинаешь узнавать людей. Ну, ничего, может быть, сверх неожиданного для меня не открылось, но есть, это научило меня спокойно принимать людей и прощать. Люди такие. Я думал, что я создан сам как-то по каким-то лекалам особенным, необыкновенным, странным лекалам. Ну, каждый, может быть, так и думает. Но оказывается, все люди так созданы. Все люди сложные. Каждый человек сложен, по-своему странен. В нем много хорошего и, может быть, и плохого. Но каждый ценен. Каждый человек бесценен, в общем-то. Каждый. Мы часто и тех, кто наверху, и тех, кто внизу, как-то слишком безапелляционно и жестоко ругаем, и ярлыки навешиваем. Это, мне кажется, неправильно, совсем неправильно. Каждый человек, он бесценен. Даур Начкебе признается, что, конечно, рефлексировал после работы на министерском посту. Мне же не безразлично было то, что как меня воспринимал коллектив, и педагогический коллектив, и в школы, как меня воспринимали и те, кто был выше меня. Мне это не может быть безразлично, потому что ты живешь среди людей, и ты стараешься что-то хорошее сделать. Ну, если я сейчас был бы, конечно, это обычная история, ничего нового я вам не скажу. Если я сейчас был бы опять министром, конечно, я, наверное, по-другому бы действовал. Но я был всего 3 года министром, поэтому 3 года невозможно научиться плавать. Может, если я дольше был бы, я был бы более эффективным министром, я не знаю. Но, во всяком случае, я думаю, что я сделал то время, то, что я считал нужным и мог. А виноватых я обычно не ищу на стороне. Сейчас Даур Начкебе работает над большой книгой. Хоть и шутя, но все же называет ее продолжением знаменитого «Берега ночи». О коммерческом успехе, основанном только на книгах, в современном мире речь может идти очень редко. Писатель приводит примеры, когда авторы даже с мировыми именами не могут не заниматься ничем, кроме творчества. Отсюда главной своей мотивацией он называет недосказанность. Говорит, что писатель всю жизнь пишет одну книгу, сколько бы их ни издал. Это продолжение того же «Берега ночи». Я сейчас публикую уже больше года абхазский роман в абхазском журнале. Называется «Рымовою». Даже я не знаю, как на русский перевести это. Левый человек, левосторонний человек, можно сказать. Ну, человек необычный, не похожий на всех. Я таким вижу нашего современника. Пытаюсь там выразить свой взгляд, свое ощущение, каков современный маргинал абхазский. Он как бы маргинал, а на самом деле он самый распространенный тип, наш абхазский. Мне так кажется. Но роман пока не закончен, публикация не закончена. И пишу по-русски другой роман. Тоже продолжение этого в некотором роде «Берега ночи». Но я не знаю, каков будет результат. Я пишу. Меня только это интересует. Остальное, после того, как я написал, она издана, и как примет публика, это меня сейчас в данный момент не волнует. Сам писатель читает много.
Особенно перечитывает. Из недавнего Улис, Джойс, Музель. Даур Начкебе признается, что имеет привычку читать одновременно несколько книг, и все из собственной библиотеки. За жизнь Даур Начкебе собрал книжную коллекцию в несколько тысяч изданий. Может, именно потому верит в будущее бумажной книги и считает, что будущее человечества с этим связано неразрывно. Вообще в мире тоже наблюдается такая тенденция, что бумажная версия, тиражи бумажных книг растут. Не так быстро, как, может быть, хотелось бы таким староверам, как мне, но они растут, да. В книге есть что-то магическое. Вот здесь, это, может, мое немножко пафосное отношение, может быть, к книге там, и так далее. Но в книгах есть что-то магическое. Недаром самая главная книга называется книгой, Библия. Так что это не только мое мнение, это весь опыт человечества говорит, и все этого предела. Ну, книга создала человека. Человек стал человеком благодаря книге. И он может оставаться человеком тоже, если он не перестанет любить книгу и не перестанет читать. К порогу 60 лет многие приходят с размышлением о молодом поколении, ведь всегда кажется, что люди после нас чего-то не понимают или не знают, или просто упустили без шанса наверстать. Но это вечная история. В каком-то египетском папирусе нашли жалобу, что молодежь не чтит заветов отцов и так далее, и так далее. Это вечная история отцы и дети. Это всегда будет. У меня претензии к молодым. Сейчас вот у нас пошла такая тенденция, надо всюду молодых назначать. Это, я думаю, что неправильная тенденция. В нормальном государстве, я не хочу сказать, что у нас государство ненормальное, но оно еще не состоялось в полноценное. Там идет естественным путем. Пока человек работоспособен, он занимает какую-то должность, он выполняет свою функцию на государственной службе или где-то в другом месте. Потом молодое поколение, так называемое молодое поколение, которое есть, набираясь опыта, выучившись, в свое время приходят на это. А вот дорогу молодым, это значит, что что-то ненормально в этой стране. Значит, нет связи между поколениями, значит, нет профессионалов ни там, ни там. Поэтому этот лозунг популистский, в общем-то, его так абсолютизировать и всюду носиться с ним, это, я думаю, не совсем правильно. При этом Даур Начкебе считает, что главным помощником молодежи должна быть возможность прийти к себе, заглянуть внутрь себя и хорошенько с этим разобраться. В завершении интервью спрашиваем у писателя, о чем мечтает. Да, разумеется, есть мечты разного порядка, есть мечты о своей собственной судьбе, о судьбе своих близких, родных, своих детей, внучки, внуков. Надеюсь, конечно, так и будет. О судьбе страны Абхазии, абхазов. Глобальный мир, глобализм, я противник этого не произойдет. Каждый человек интересен же своей особенностью, и каждый народ тоже интересен какой-то своей особенностью. Я не хочу сказать, что все народы и вы в Абхазии какие-то особенно уникальные, ни на кого не похожи. Нет, мы просто мы абхазы, мы хотим оставаться абхазами в этом мире. И вот судьба абхазов всегда была сопряжена с такими проблемами. Всегда был страх из-за нашей малочисленности, страх исчезнуть. Это уже вошло в нашу плоть и кровь. И, конечно, это наша судьба, и мы должны с этим жить. И хотелось бы, чтобы энергия каждого абхаза и абхазского народа уходила как можно больше на другое, чем на страх и на выживание. Для этого у нас есть шанс, есть у нас свое государство, и мы должны сделать, чтобы извечный страх абхазов
насколько возможно, был нивелирован, а пошло бы настоящее созидание. Нормальная, хорошая жизнь в кругу семьи, в кругу друзей, в кругу своей страны, своего народа. Все читали книги. И что все читали хорошие книги. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям Дауру Ночкебе в этот день. Желаем ему, чтобы мечты сбывались, а вокруг было приятно, спокойно и, конечно, тихо. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.